Восьмое почему. Мама убирала комнату. Под кроватью Аси она подобрала мятую фотографию, положила находку на стол и сказала: «Ася, разве можно так обращаться с фотографиями своих подруг? Фотографии нужно хранить, а не разбрасывать их, где попало». С фотографии на Асю, улыбаясь, смотрела ее лучшая подруга Лиза. Ася повернула карточку и на обороте прочитала: «Дорогая Ася, храни и не забывай меня». Асе стало стыдно. В тот же день, вернувшись из школы, Ася собрала фотографии, раскиданные по ящикам стола, по полкам за буфетом между книг. 2 или 3 фотографии нашла и отдала ей мама. Она была довольна, что дочка наконец взялась за ум. Ася, собрав все свои карточки, взяла клей, ножницы, бритвенное лезвие и ушла к себе в комнату. Там она достала из своего чемодана новенький учебник по истории для 4 класса, купленный вчера. В магазине Ася стояла 2 раза в очереди и купила себе не 1, а 2 одинаковых учебника, на всякий случай, а некоторым ученикам не досталось ни одного. Вскоре страницы книги были аккуратно прорезаны лезвием, 4 прореза на каждой странице. Иглы красиво подстрижены ножницами. На каждой странице учебника красовалась фотография. На обложке книги был приклеен квадратик белой бумаги и цветными карандашами нарисован альбом. Ася вышла из комнаты, бережно держа в руках свой альбом, протянула его маме. Мама открыла испорченный учебник и огорчилась. «Ты что наделала? И тебе не стыдно?» Ася обиделась, вырвала из рук матери свой альбом. «Лучше брату покажу», — подумала она. «Вот кому понравится мой альбом». Своего брата, ученика 8 класса, Ася встретила с альбомом на пороге. Брат повертел в руках книгу, полистал ее и закричал: «Бесстыдница! Как ты в глаза подруг будешь смотреть?» Ася еще больше обиделась и тоже вырвала альбом. «Покажу-ка я альбом папе, вот кто мне похвалит». Не успел папа раздеться, как Ася сунула ему в руки свой альбом. «Какой стыд!» Папа даже присел от неожиданности. «Что подумают о тебе твои одноклассники?» Лицо Аси вспыхнуло. Она выхватила у папы из рук свой альбом и убежала. «Понесу завтра в школу, пусть подружки посмотрят. Вот они меня похвалят», — успокоила она себя. Ася, положив альбом под подушку, легла спать. Ей приснился школьный коридор, переполненный школьниками. Все шумели, ахали, расхваливая Асин альбом. Наутро Ася, едва переступив порог школы, крикнул: «Ой, девочки, у меня что-то есть. Покажи!» Девочки закружили Асю. Ася вынула из сумки альбом и протянула его своей лучшей подруге Зине. Ее фотография красовалась на первой странице. «Смотри, мол, чудесный альбом!» Сорвалась было у Зины с языка, но тут же она осеклась, словно сказала непоправимую глупость. Странно посмотрела на Асю и, передав альбом своей соседке, отошла в сторону. Альбом пошел по рукам. Девочки переглядывались, бросали укоризненные взгляды на Асю и отходили. Вскоре Ася осталась одна с альбомом в руках. Одна из девочек громко сказала: «Как ей не стыдно, хотя бы в школу не приносила». Ася стояла, смотрела на подруг, столпившихся в другом конце коридора, и недоумевали, почему они так огорчились. «Может, ты объяснишь, Ася, почему все так огорчились?»